Доброе утро. Утро начинаю сразу с подъема. Местность здесь просто изрезана всякими холмиками, хребтами. Погода хорошая. Ветер вроде попутный. Но в горах он такой всегда. Вот сижу я, значит, возле магазина, и вьетнамский человек поделился со мной газировкой. Молодец. Хороший жест. Сейчас отдохну, посижу, загружу серию и поеду дальше. Вот. Ребята, меня пригласили домой на обед. Первый раз. Я не помню, за какое время. Давненько такого не было. Не помню даже, когда меня приглашали. Вот, семью. Ну, сейчас. Сейчас умылся. Сейчас Đây chắc không bên thìa lấy nó cái dĩa. Anh này cứ gọi bác cho chú ấy ăn quen. А как тебя зовут? Your name? Как его? Меня Никита. Ну, не понимаю. My name Dũng. Да. My name Nhung. Нюм. Ага, все. Фау. Фам. Hoàn. Там? Hoàn. А, все, понял. Я, конечно, не запомню. Ну, сейчас показываю, где мы на карте. Где я на карте нахожусь. Москва. Россия называется Льонбанга. Да? Льонбанга. И вот я показал, куда я приехал. Liên bang Nga, China, Việt Nam. Liên Qua bang China, Nga, chị hỏi chị đi qua China. China, Việt Nam. Оп. Hello. Ну, быт довольно прост, так, для южных стран. Большего и не нужно. Навес, главное, от дождя. Không biết cái gì không? Нам по телеку трансформеры показывают с вьетнамскими субтитрами. Sala. From Sơn La, Việt Nam. О, щей, говорю, все по-китайски до сих пор. Каман. Во. Tắt nữa rồi. Сейчас, видео, что ли, там? Вот такой бульбулятор здесь. Ну вот они здесь кирпичи делают. Все, я попрощался со своими друзьями. Наелся просто полный бак. Тяжело ехать аж. Спасибо, Вьетнам. Сейчас перевальчик впереди. Как раз заправился. Ох, тяжело с таким пузом ехать. Наелся как поросенок. Ну, просто в последние дни немножко голодал. Вьетнамскую валюту решил не снимать. Благо чуть-чуть осталось. И ушел только эти сладкие покупал. Печеньки-то как они. Желудок сузился, а сейчас резко поел, прям так. О, еще и долбить и долбить наверх. Щабашки. О, ветер такой хороший, прохладный. Братуха заснул походу. Ай-яй, нельзя спать. Надо отдыхать. В дорогу надо ехать отдохнувшим. Теперь вон туда надо. По серпантинчику там небольшому. Ну, одна высота взята. Сейчас будет спуск, а дальше походу еще один подъем. Пока не могу я понять. Едем. Нет, подъема не будет. Это все спуска границы. Прекрасно. Красота, тишина.
Вот приграничная зона. Ну все, вот поворот на границу. Нужно доставать паспорт. Еще нужно сбыть вьетнамскую валюту. Сколько у меня там? 100 рублей у меня есть, по-моему. Что-то надо макарон либо взять, еще что-нибудь. Ну все, я на границе. Почему-то я так и думал, что здесь не международный пункт пропуска. Здесь пропускают только местных лаосцев и вьетнамцев. А завтра у меня кончается срок. И, в общем, они мне сказали, что ничего сделать не могут. И вот скажите, я в этом виноват или нет? Я, конечно, мог бы посмотреть в интернете, почитать, международный ли это пункт пропуска или нет. Но почему государство до сих пор такое беспонтовое, что не может сделать универсальные пункты пропуска для всех, не только для граждан? Ну, придется просрочить мне, ехать на другую границу, а там будь что будет. Пускай депортируют меня. Денег у меня нет, штрафы платить. Goodbye, Вьетнам называется. Короче, снова опускаюсь во все тяжкие. Опыт общения с таможенниками у меня уже есть. Поеду не спеша к той границе, которую я и хотел. Дунбьефу, что ли, там город называется. До него 181 километр. С учетом гор, короче, это 3 дня езды мне. По 60 километров в день. Почти каждый день опять перевалы будут. Дорога там будет сложная по рельефу. А там будь что будет. Денег у меня платить нет. Пускай депортируют. Сейчас темнеет, уже поеду палатку ставить. Вот она, уже ворота сами. Вон погранцы сидят. Ну, все по-простому здесь. Здесь можно, наверное, незаметно проехать как-нибудь. Но потом лаосцы с меня спросят. Все, лежу в палатке. Натрескался от тростника сахарного. Вот видите, вот здесь он черный. Черный он легче чистится и более сладкий, более сочный. Вообще классный. Все, спать. Завтра будет нелегальный день во Вьетнаме первый. Все, доброе утро. В поле. Вот рядом тростника тут сахарного много. Собираюсь и отправляюсь. Вот тут пастухи ходят любопытные, смотрят, что как. Что за инопланетный объект здесь собирается. Сейчас перекусил, посидел в городе Сонгма. Еду дальше на подъем по ущелью вверх до перевала, не знаю сколько километров, может 50-40. Как здорово вот так найти источник, попить, умыться. Только у них здесь вода не такая холодная, как наши подземные источники. Теплее. Земля не промерзает. Вообще никак. Хотя и у нас не вечная мерзлота, но все равно почва похолоднее будет. А здесь прям как из-под крана, такая даже тепленькая, я бы сказал.
Еду дальше, наверх, туда, по долине, вверх. Скоро начнется уже такое активная фаза подъема. Уже серпантинчики там маленькие, по карте смотреть, если. Но я сегодня не буду подниматься. Уже 70 километров сегодня проехал. Еще проеду километров, может быть, 10 и встану на ночлег. Тут рядом река. Причем такая бурная, мощная. Поставить где-нибудь палатку возле речки и отдыхать. Ну здорово, дорога превратилась почти фактически в проселок. Уже не ездят грузовики. Маленький трафик тут, иногда вот проезжают мотоциклы. Здорово, спокойно, ветер только. Только ветер в ушах, попутный, горы, птички поют. Прекрасно. Xin chào. Тупая камера, блядь. Фокусируйся. Нашел место, наконец-то. Спустился вон сверху оттуда. Красота здесь. Возле речки. Сейчас ставить палатку и отдыхать. Читать. Я бы искупался бы, конечно, здесь, но что-то чую здесь глубоко. Течение медленное. Ну не глубоко, но что-то неохота мне здесь купаться. Что-то мне не спится. Решил макарон сварить рисовых. Тоненьких таких. Еще уровень воды в реке там чуть повысился. Но он, походу, каждую ночь повышается. Не знаю по какой причине. Дождей вроде не должно быть. Ну, до меня далеко все равно не дойдет. Хотя по следам вон видно, что вода бывала и выше. Но это, наверное, в сезон дождей летний. Небо сегодня чисто, звезд много. Бывало и больше, конечно. Завтра еще один перевал.
Послезавтра еще один и граница. Даже не знаю, что сказать, рассказать. Я человек такой, немногословен. Это я то сейчас привык к камере. А так мне поначалу было очень сложно общаться, разговаривать с камерой. Но приходится. Для себя же, для архива. Интересно. Будет смотреть потом. Смеяться буду. Смеяться и удивляться. Какая жизнь разнообразная, прекрасная.